Становление – история, основанная на реальных событиях. Именно через это произведение студенты пожарно-спасательного колледжа решили окунуться в события осени 1992 года и найти другой взгляд на произошедшее. 30 октября ежегодно объединяет всех ингушей, напоминая о тяжелых днях, которые пришлось пережить ингушскому народу. Муса Хадзиев, будучи очевидцем тех действий, воссоздал их в своей книге. Я неоднократно слышал про эти события, и мне действительно было приятно, с одной стороны, что автор пишет про это, потому что эти события, неважно, когда ты родился ты во время этих событий, застал ты их или нет, даже если ты родился гораздо позже, для каждого ингуша я считаю, что это будет близко сердцу, потому что это история нашего народа. Пусть и не самая приятная страничка нашей истории, но это нам присуще, и мы обязаны извлекать из этого уроки. Настоящие люди, нетривиальные личности, жившие среди нас, и истории, пронизанные трагическими событиями. Книга повествует о мужчине, оставившем за собой след, о герое, который, сумев ускользнуть от расправы, вернулся в горячую точку – освободить захваченный автобус. Его в лице, как признается сам писатель, описан образ всего ингушского народа с присущими им понятиями чести, совести и достоинства. Именно эти качества, как рассказывает Муса, помогли и его семье в те годы. 5 домов мы там органично жили в окружении осетин. И мы, потому что мы были дружны, были спаяны, мы договорились, ни одного человека им в заложники не отдали. И 3 ноября 1992 года мы организованно вышли со своими машинами, то, что можно было вывезти, скарб какой-то, одежду, мы организованно вышли. Мы восстали из пепла, стремились жизнь дорогою отцов. Из года в год отвага наша крепла, вскрепленная у предков мудрецов. Эти строки из стихотворения Мусы Хадзиева как краткое описание всего его творчества. Прочитав книгу, воспоминания 26-летней давности всплывают в памяти до мельчайших деталей. Особенно у тех, кто тогда потерял родных и близких людей. Зара Картоева была в числе этих очевидцев. Являешься ты очевидцем или родился позже, это не важно. Важно то, что мы должны об этом помнить и обязательно передавать свою память будущим поколениям. Но ни в коем случае не ради того, чтобы породить какую-то вражду или ненависть в их юных душах, а скорее всего, наверное, воспитать в них патриотизм, любовь к своей большой и малой родине. И обязательно для того, чтобы вот эти события не повторялись. Документально засвидетельствовать имеющуюся информацию для последующих поколений. Именно эту цель преследует Муса Хадзиев своим творчеством, чтобы история, как феникс, который как символ возрождения прослеживается во всех его произведениях, была вечной. И это ему хорошо удалось. Подробно и детально все описывалось. Например, я с первого момента уже была вовлечена в этот процесс чтения, потому что подробно излагалась вся суть событий, которые происходили на тот момент. И мне было интересно и то, как описывались главные герои, и все эти события, которые невозможно найти в интернете. Я искала, когда читала, и поэтому мне стало интересно. Эти события, которые были в этот момент, и эта ситуация показывает, через что прошел наш народ и что пришлось им испытать в 1992 году. Эта дата оставила неизгладимый след в сердцах и затронула судьбу многих. В результате вооруженного конфликта осени 1992 погибло около 500 человек. Тысячи были ранены. Судьба 192 до сих пор остается неизвестной. Радат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.